вы ребенком застали Великую Отечественную войну, да, и в принципе, что, наверное, неудивительно, но как-то и на вашем творчестве отразилось, да, в некоторых произведениях. Вот. Об этом периоде можете немножко так рассказать? Войну, наше селение, я родился в селении Красногор, это в Ордонском районе, и наше село находилось в оккупации. И мне тогда было где-то около 5 лет, и я помню немцев, хорошо помню, как они ворвались на мотоциклах. Я выбежал на улицу, интересно же было, и меня мать поймала, говорит, и тут же оттащила с улицы. И в нашем селе, село-то наше вообще новое, но появилось в 1922 году, когда на плоскость, когда победила советская власть, то появилась возможность горцам поселиться на плоскости. И вот тогда появились несколько сел, в том числе и наше селение. И вот в селении несколько кирпичных домов было, 3 или 4, среди этих домов был и наш дом. И в нашем доме поселились, наверное, офицеры. И во дворе у нас стоял фургон с всякими сладостями, там конфеты были, печенье, и овчарка привязана была. И не подойти было, конечно. Вот. И нас выгнали, конечно. Отец на войне был, он не вернулся, без вести пропал в 1943 году. И мы жили в окопах, вот пруды наши, так назывались, там в окопах жили. И помню, как ночью однажды они обыскивали нас, и мы с собой, наверное, взяли какие-то там соленья, там были варенья, и как они в банках забрали у нас вот эти, вот это я помню. Это потому, что я войну помню. Ну как, несколько-то. Помню, как мы тогда, когда отец ушел на войну, он написал письмо, его до войны забрали на курсы переподготовки, вот здесь в Южном, по-моему, это было. И он оттуда написал письмо 21 июня 1941 года. Это письмо у меня есть, других писем, еще одно письмо есть от отца, больше нету. И там он пишет, еще завтра война начинается, а он сегодня пишет, и заканчивая письмо, говорит, я, говорит, на этом заканчиваю, меня, говорит, зовут. И вот это письмо у нас есть, и это было адресовано нам. Я же говорю, что это письмо у нас. Еще одно письмо есть, больше других писем нету, несмотря на то, что вот недавно узнали, что он без вести пропал в 1943 году, в апреле месяце. Его отчество там неправильно, год рождения тоже неправильно, все остальное сходится. Сержант его звание. Вот. Ну, эти моменты вот в книгах, я книг много издал, больше 30. Я иногда не помню, что где я написал, но где-то в книгах они как-то, ну, как воспоминания отображены, да. Ну, вот это вопрос такой, который вы задали, если что-то такое я сказал. Все, наверное, помнят, читали, наверное. Диана точно читала вот, на берегу Ждона.
Ну, это, У вас идет как бы несколько книг, и они связаны между собой, да, я так понимаю? Да, да. «Весенние ночи». да, это как раз вторая книга из 13 повестей. Это одна книга состоит, но это вот в Москве издана была книга, по-моему, 75 тысяч экземпляров. У меня дома есть одна. Да? Да. И вот из Сахалина вот сын знаменитого кукурузовода Шанаева Хажмурза приехал оттуда, он умер покойный, царство ему небесное, и он мне рассказывал, как он на Сахалине купил эту книгу, прочитал, и всем нашим землякам, говорит, я советовал, чтобы, говорит, прочитали. Ну, в советское время я в Москве 7 книг издал. Даже 1 год 2 книги издал. А сейчас, вот с 93-го года сколько лет прошло, ни одной строчки, ни одной строчки не только моих, но северосинских писателей, ни одной строчки, не говоря уже о книгах. Вот в связи с разрушением Советского Союза эти связи почти напрочь потерялись. В Москве не издают уже, да, наши писатели? Нет. Московские писатели сами не могут свои книги издавать, потому что сейчас все связано с деньгами. И бизнес — это и спорт-бизнес, и литература-бизнес, и все остальное тоже бизнес. Да, что продается, то и печатают. Да. Да, что лучше продается. А вот если вернемся опять же к этой книжке «На берегу Уждона», вот этот мальчик маленький, о котором идет повествование, да, всю книгу. Вообще это автобиографично. Да, я вот вас, просто я вашу биографию читал, а потом прочитал эту книгу, и какие-то параллели, наверное. Почти я выдумывать не могу. Мне легче написать то, что я испытал сам, то, что я видел, то, что я слышал. Вот это мой материал. Ну, писатели, конечно, в основном выдумывают, но от биографии никто не отходит, по-моему. Вот Флабер сказал, что госпожа Бавари — это, говорит, я сам. А Есенин сказал в своей автобиографии, пишет, потом говорит, все остальное в моих стихах. Вы работали в редакции газеты «Наш Сенат», да, какое-то время? Я начинал с партийной газеты, потом перешел в молодежную газету, был редактором «Молодого коммуниста», сейчас возглавляю «Пионер» журнал. Вместо того, чтобы с «Пионера» и «Комсомола» и до партийной газеты, я сверху начал учиться. А сейчас, наверное, некуда больше. Пишите еще сейчас что-нибудь? Пишу, но издают меня, грех жаловаться, но я столько у меня написано, что их при жизни просто не издам их. Много материала, да? Да, много. Вот стихи, одни четверостишие у меня 8 томов больших. Правда, 4 тома издали. Спасибо им. Но все остальное не успею я напечатать. И не знаю, после меня тем более не напечатается, потому что вот к 140-летию Постаха Тагурова хотели издать 3-томник в Москве. Издатель есть очень хороший наш земляк Аушби Гутиев. И 1-й том издали к 140-летию, а 2 других тома остались не напечатанными.
тоже из четырехтомником Вацлава Баева 2 тома издали, а 3-й и 4-й пока не изданы. Правда, сейчас вот Чибиров Алексей есть, вот, Людвига сын, и он мне сказал, что готовят их к изданию. Переводили меня, я сам тоже перевожу, очень много я перевел. Я перевел всего Омара Хайяма, все его 817 рубаи перевел, издал на русском и осетинском языках, тоже в московском издательстве Аужби Гутиев. Потом перевел все сонеты Шекспира, 154 их. И их тоже издал на русском и осетинском языках, тоже в Москве. Аужби мне, правда, помогли. В первом случае мне помог Аужби сам и Шаталов Михаил Михайлович. А во втором случае весь груз взял на себя Гайоз, очень хороший мой друг, Гайоз Макиев. Он очень мне помог в издании Шекспира. А так я много перевел. Отдельная книга издал рассказы и повести Василия Шукшина. Отдельная книжка издал повесть Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке». Ну и много иностранных я перевел, много советских, где-то около 100 авторов я перевел и стихи, и повести, и рассказы. Вот. А вот из ваших современников, тоже писателей, поэтов, может, из тех, кого вы успели, так скажем, застать, да? Можете о ком-нибудь рассказать тоже? Вот для вас кто-то, может, был каким-то примером, или вот, ну, с кем-то вы дружили близко из наших писателей? Ну, у меня с переводчиками, моими переводчиками, очень дружеские отношения. Я в основном свои прозаические вещи написал в домах творчества. И там однажды я в Подмосковье есть Малеевка, называется, Дом творчества писателей. И там сидел за столом, нас по 4 человека обедали. И 4-й наш раньше ушел, потому что он раньше приехал. И вместо него подошел нижненького роста и представился Яков Козловский. Это известнейший переводчик, в основном Расула Гамзатова он переводил. И мы с ним подружились, общались, пока я там находился, я, правда, раньше уехал. И последний день, когда мы гуляли там по парку, там вокруг сосновые леса, никакого шума, такое место прекрасное. И он мне говорит: я бы, говорит, хотел перевести ваши стихи, если вы мне, конечно, доверяете. Ну, я ему сказал, что у меня с собой подсрочников нет, но могу прислать оттуда. Я ему тогда отсюда послал, и он перевел, потом еще перевел цикл, потом еще. И хотели издать отдельная книга, и я здесь даже договорился с издательством.
с ним заключили договор, он даже какой-то процент, 25% получил, и друг его заболел, и он участником войны был, и не состоялась книга после этого. А так с другими переводчиками очень подружился. Вот мою повесть «Весенние звезды» и отдали на перевод Воронковой, детская писательница такая была, очень известная. И она хорошо перевела, издали, и вот отрывок из этой повести включили в хрестоматию для российских школ. Называется хрестоматия, я уже забыл, как называется. Но, во всяком случае, изучают в школах Российской Федерации часть этой повести в переводе Воронковой Любовь Федоровна. А если взять, допустим, конкретно писателей наших или зарубежных, может, российских, точнее, русских, советских, вот, можете сказать, что вот кто-то из них, допустим, определенный какой-то писатель повлиял на ваше творчество? То есть как-то... Ну, влияют так, все они влияют на человека, но конкретно указать я не могу, но могу сказать, что все вместе, все хорошие писатели являются учителями молодых, я так считаю. Но есть люди, которые писатели, которые особенно нравятся, и вот я их старался переводить. Вот ваш любимый писатель, допустим, или произведение любимое? Для меня, например, очень большим писателем я считаю Михаила Шолохова. Шолохов — это гениальный, это не знаю, вот в 27 лет он написал томик донских рассказов и 3 тома Тихого Дона. 27 лет. Вот так знать жизнь, узнать так жизнь, это дается только... Ну, кстати, он тоже ничего не придумывал. По сути, он писал то, что видел, тоже, наверное. Но то, что видел, все люди видят что-то, но так почувствовать жизнь, и он является настоящим лауреатом Нобелевской премии. Другие, я не знаю, если бы они против советской власти не были, вряд бы Солженицын получил. Ну, Бунин, конечно же, заслуживал, но он тоже советской власти не восхищался. Но Зощенко, говорю, Шолохов — это... Ну вот я читал, Солженицына не всего читал, но в круге первом читал Матрёнин двор, там один день Ивана Денисовича. Ну нету образа. А вот хотя бы один рассказ Шолохова «Судьба человека», какой образ создан в одном почти маленьком рассказе, не говоря уже о других его великих романах. Есенин очень большим поэтом был. Очень он был величайшим поэтом. По-моему, ему вот достойной оценки его творчеству нету. Мне так кажется.
Но если об осетинах, то осетинских писателях, то тут все вы знаете, кто Костах Этагуров. Костах, да. Костах Этагуров — это такая вершина, на которую можно смотреть, но достичь этой высоты невозможно, просто невозможно, потому что это Эверест, а Эверест на земле один. Так что он на Осетинском небосклоне тоже один. Как-то Васу Абаева сравнивали при его присутствии с Костах Этагуровым, и он не понравилось ему, говорит, солнце, говорит, одно, и другого солнца нету. С Васу Абаевым были у меня очень хорошие встречи, интервью. 2 раза я их опубликовал, и в книгах моих они имеются, и в журналах были. Он очень был выдающимся ученым и выдающимся человеком. Это эталон настоящего осетина. Скромность до такой степени скромный, что подражать ему стоит любому человеку. Вот, когда Георгий Кайтуков с читателями встречался, то он говорил, задавайте вопросы, только прошу трудных вопросов не задавать. Как-то они были с Дабе Мансуровым на одной встрече, и председательствовал Дабе. Теперь, говорит, слово предоставляется Георгу Кайтукову, а остановите, говорит, его вы сами. Он любил свои стихи читать, притом он хорошо читал и наизусть читал. Я, например, не могу ни одно свое стихотворение. То есть спросить вас бессмысленно сейчас, какому четверостишье прочитать свое? Одно четверостишие я помню. Да? С помощью этого Генри Кусова, ему нравится это четверостишее. Ну и нрав у наших рек, кто их урезонит, жемчуг в них на дно идет, а навоз не тонет. И Георг начал читать свои стихи, и опять увлекся чтением, и Дабе его дернул и говорит ему, тихо, говорит, люди уже устали, заканчивай. Он поворачивается к залу и говорит, дорогие товарищи, на этом я хотел закончить, но по просьбе моего друга Дабе Мансурова еще 15 кто не прочитал. Он очень интересный был собеседник. Мы дружили с ним, несмотря на разницу в возрасте. Следите за тем, что происходит в современной осетинской литературе. Можно сказать, знаете кого-нибудь из молодых писателей осетинских? К сожалению, нету молодых, нету. Мало пишущих на осетинском языке. И это связано с тем, что в 60-х годах все обучение в школах перешли на русский язык. Я, например, заканчивал у нас, когда я жил в селе, то 7-летка, 10-летки не было. И до 7 класса мы все предметы изучали на осетинском языке, кроме иностранного и русского языка, все предметы, и математику, и алгебру, и геометрию, и Конституцию СССР изучали в школах.
Сейчас даже гимна нету в учебниках Российской Федерации. Но мы изучали все предметы на осетинском языке. Когда семилетку закончил, то рядом у нас была казачья станица Николаевская, между нами река Ужтом протекает. И мы туда ходили. И после 7 классов я осетинскую речь на уроках не слышал. А сейчас начинается все до 6 лет, до 7 лет в школе сельской местности говорят дети на родном языке и сразу переходят на русский. И, конечно же, после этого, тогда вот мы уже старшим поколением считаемся писателей нашей писательской организации, и тогда не было недостатка пишущих. Когда я учился в институте, то почти все писали. Все писали, и многие из них стали и писателями, и журналистами, и актерами. А сейчас поменялись времена. И сейчас в нашей писательской организации столько писательств, членов не помню я за свою жизнь, я уже много лет связан с писательской организацией, и такой многочисленной организации не было никогда. В свое время Фарнион Кошта говорил, это еще до войны было, что многочисленность, говорит, не говорит о нашем качестве писательской организации, а сейчас тем более не говорит. Есть такой писатель, как Скотт Тайп, по-моему. Да, да. Эльбрус. Вот он, я помню, несколько лет назад я был на вручении премии, Ходоновской премии «Яблоко Нарта». Да. Его тогда наградили. Но вот его можно назвать таким осетинским писателем хорошего уровня, там, качества? Да, он работает в журнале «Ирав». Он пишет на дигорском диалекте или языке. И он один из перспективных и один из надежных сейчас писателей. Ногзал на русский язык переводится «пионер». Я как-то был на совещании в Москве, и там встретился редакторы со всего Союза пионерских журналов. И такие журналы выходили и в Армении, и в Грузии. И они назывались «Пионеры» или с национальным окончанием. А у нас «Пионер» есть перевод осетинский, это «Ногзал». Ног – это новое, заг – это Ногзал – это несущий новость. Почти такой же смысл, как в русском языке «пионер». Вот, и наш журнал выходил, первый номер вышел, тогда еще латинский шрифт был, в 1937 году. И первый номер вышел, второй номер в 1938 году, и уже на славянскую графику перешли. И с 1937 года по 1941 год выходил. Сначала журнал назывался «Шерхдидинаг», «Алый цветок», а потом «Пионер». И в 1941 году, когда немцы приближались, то написали в последнем номере, тогда выходил ежемесячно выходил журнал.
Сейчас 2 месяца один раз. И в последнем 8 номере написали, что временно прекращается выпуск журнала. И это временно затянулось на 40 лет. И возобновил свое издание, свой выпуск в 80-м году. И с тех пор выходит регулярно, как я уже сказал, 2 месяца один раз. Каков тираж сейчас журнала? Тираж около 2000. Но были годы, когда до 16 тысяч доходил, до 17 тысяч, 16 с лишним тысяч. И был спрос, да? И был спрос. А сейчас даже в то время в Южной Осетии выписывали 1500 экземпляров. Вот. А сейчас тиражи настолько упали не только в Осетии, но и по всей России. Вот я Омара Хайяма 3 раза издавал. Первый раз 100 рублей, второй раз 200 и третий раз все рублей. И вот один тираж был 20 тысяч. И сейчас не могу найти даже, сам не могу найти, нужны мне. Вот. И этот 20-тысячный тираж разошелся быстро. А сейчас оригинальные осетинские книги, самый большой тираж 500 экземпляров. Вот что бы вы посоветовали сейчас молодежи читать? Ну, вот из ваших современников, из писателей, да, советского периода, вот что бы вы посоветовали вот взять сейчас и прочитать? Если бы я начинал, тогда Дабе Мамсуров, поэма о героях. Я даже запишу. Вообще Мамсурова творчество очень богатое очень творчество. Особенно его романы, поэма о героях, тяжелая операция, Шарбег, они какие были драматические произведения в свое время женихи Токаева представили к сталинской премии. Я помню, как широко обсуждали накануне, но, к сожалению, не дали ему премию, но очень был популярен и очень любили. Вот «Желание» Паша 100-200 раз показывали, и люди шли Давида Тваева. Много Тотурбека Джатьева, «Горная звезда» Костаха Тагурове, очень прекрасный роман написала о Костахе Тагурове. Из ныне живущих, вот Васо Малиева, роман «Дом в Шурме». Иногда вот читаю свои прозаические произведения, и иногда мне интересно бывает, потому что кое-что я подзабыл и заново узнавать то, что если бы я в свое время это не написал, я бы не вспомнил больше. И кое-что нравится из
того, что я сам написал. А вам ближе вообще проза или поэзия? Не знаю, когда широко хочешь охватить, то проза, когда сиюминутная, то поэзия. У Есенина есть такие строчки: но несчастье родиться поэтом и своих же стихов не любить. Обращение к молодежи нашей современной. Молодежи бы я посоветовал читать книгу. Интернет, компьютер это не то. Это Валентин Распутин сказал, что интернет это гибель мира. Я как-то отдыхал в Доме творчества, и рядом мы жили с Василием Песковым, комнаты рядом были, и потом мы так здоровались, но мы так близко не сошлись, и о нем вот потом я читал, что он не пользовался ни мобильным телефоном, ни компьютером, ни интернетом. И я с ним в родстве нахожусь. Вы тоже не пользуетесь, да, мобильным телефоном? Даже мобильного телефона. Мне подарили его, но он мне не нужен. Зачем мне? Я родился в таком селе, где было 3 телефона всего. В сельсовете, в правлении колхоза и на почте. И люди жили. Зачем мне? Есть кому нужен этот телефон, но мне он не нужен. У меня дома есть телефон, на работе есть телефон. А так, даже подарили мне его, лежит дома у меня. Ну зачем мне? Не нужен он мне. Молодежи он нужен. Кто-то мне сказал, что говорит, на свете, говорит, мобильных телефонов нету у тебя и у президента Северной Кореи.